Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязания несовершеннолетней девочки. Однажды вызвали полицию, потому что двое мужчин подрались, и она не пускала мужа в квартиру. Что стало причиной жестокого обращения и почему в Татарстане все чаще страдают дети, расскажет Алия Хайрудинова. Тихий убийца. Кто-то плакал, вот жена говорит, там плачь, как дверь открыли, а тут уже вот. В Казани жертвами угарного газа стали 2 человека. Подробности трагедии расскажет Рамиль Галиулян. Парковая зона и лесопосадка вместо огромной горы мусора. Мы двигаемся в направлении улучшения экологии. Когда на полигоне Самосырова завершится рекультивация и почему проект называют уникальным, выяснила Юлия Гоголева. Изменчивая погода в Татарстане. Вот эти качели погодные, которые мы видим на сегодняшний день, они неблагоприятно сказываются. Какая нас ждет зима, узнал Иван Сарафанов. Жестокое избиение ребенка с собственной матерью. Весь день республика обсуждает жуткие кадры и следит за судьбой маленькой девочки. Видеоролик, на котором жительница Казани наносит побои дочери, разошелся в соцсетях. Как позже установили правоохранительные органы, 31-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избила свою дочь. Малышке год и 8 месяцев. Причину своего поступка мать объяснила местью мужу. Следком Татарстана возбудил уголовное дело по факту истязания малолетнего ребенка. Им предстоит выяснить, не подвергалась ли девочка систематическим побоям. В деталях дела разбиралась Алия Хайрудинова. Ты подопытный кролик? Можно над тобой издеваться. Ты подопытный кролик, поэтому можно над тобой издеваться. Так жестоко свою малолетнюю дочь избивает жительница Казани. Процесс истязания 31-летней женщины снимает на видео, которое позже попадет в интернет и вызовет шквал негодования. Ничего с тобой не случится. Как оказалось, все произошло 1 декабря в одной из квартир дома по проспекту Победы. По словам сотрудников МВД, в отдел полиции обратилась 48-летняя жительница Казани. Она сообщила, что ее невестка жестоко обращается с малолетним ребенком. Сегодня ее задержали. В 11:00 сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выехали по месту жительства. Длительное время дверь никто не открывал. Было принято решение взять квартиру под наблюдением, вызвать сотрудников МЧС, и был установлен и вызван хозяин съемной квартиры. Хозяин съемной квартиры прибыл, открыл жилище. В квартире был обнаружен малолетний ребенок с матерью. Малышку забрали в больницу, семью поставили на профилактический учет в ПДН. Истязание ребенка происходило в этой квартире. Сейчас нам никто не открыл. По словам сотрудников МВД, женщина избивала ребенка из-за конфликтной ситуации со своим мужем. И весь процесс снимала на видео. Соседи плач ребенка не слышали, но родители часто видели нетрезвыми. Однажды мы просто просыпаемся от того, что в нашу дверь бьются 2 мужчин. И поэтому мы вызвали полицию, наряд, потому что мужчина бился об дверь, говорил, что женщину там прибьет и все дела. Я просто удивилась от того, что она его потом пустила. Это какая-то ирония. Постоянно были у них достаточно такие разбирательства между собой яркие. Плач ребенка слышала, а что целенаправленно, чтобы ребенка избивали там и там, я не знаю, ругали там, такого не было. Голоса не было слышно. Между собой, как родители ругаются, иногда слышно. Наверное, это приезжие точно. Вот недавно туда переехали. Наверное, это серьезно вот. Но если мы слышали, мы бывали, сами вызвали бы. Я ребенка, ой, что вы? Смотри-ка, маленький ребенок ведь. Женщину отпустили под подписку о невыезде. Следком по факту истязания возбудил уголовное дело. Кроме того, инициирована процедура, ранее возбужденного в отношении нее в МВД по Республике Татарстан уголовного дела по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери. Побила ее. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь. Расследование дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей на особый контроль взяла прокуратура. Сегодня сотрудники надзорного ведомства посетили девочку в больнице. Сейчас состояние ребенка каково? Сейчас он стабильный. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Сразу после случившегося девочку изъяли у матери.
Сейчас она находится в медучреждении, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам сотрудников МВД, в Татарстане растет количество преступлений, связанных с жестоким обращением с детьми. В этом году в суды направили 7 уголовных дел по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Тысячи семей поставили на учет в ПДН. Так, в мае этого года в сети интернет распространился видеоролик, где мама пинает малолетнюю дочь. Уголовное дело было возбуждено по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В январе жительница Алексеевска оставила своих малолетних детей ночевать на морозе. Ее лишили свободы на 2 года и 2 месяца. Алия Хайрудинова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. В Казани возбуждено уголовное дело по факту гибели 2 человек от угарного газа. Трагедия произошла в доме на улице Короленко. Тела родителей обнаружила дочь. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства. Известно, что семейная пара отравилась 4 декабря. Нашли их только вечером 6-го. Погибли все домашние питомцы. В квартире жили 10 собак. Семья занималась разведением разных пород. Что стало причиной отравления и нет ли там криминала, разбирался Рамиль Галиулин. Дом 93А по улице Короленко. Вот уже сутки все внимание экстренных служб приковано к этой внешне ничем не примечательной пятиэтажке. Дело в том, что в одной из квартир на верхнем этаже газом отравились сразу 2 человека. В собственной квартире газом отравилась семейная пара. Мужчине было 48 лет, женщине 45. Как нам стало известно, они были заводчиками и держали в квартире 10 собак. Оперативные службы вызвала дочь, когда не смогла дозвониться до родителей. Прибывшие на место медики констатировали смерть хозяев. Погибли и все животные. Кто-то плакал, вот жена говорит, там плачет, чтобы дверь открыли, а тут уже вот дочка ее была. Открыла дверь, там собаки мертвые лежат. Ну, хорошая семья была. По предварительной версии, причиной трагедии стало отравление угарным газом. Ее источник – колонка. Такая в этой хрущевке есть в каждой квартире. Как отмечают газовщики, последняя проверка в этом доме была летом. Тогда все работало исправно. В указанной квартире установлена газовая плита и колонка. Техническое обслуживание проводилось в августе текущего года. Никаких замечаний, нарушений в работе газового оборудования установлено не было. Нарушений не выявили и во время проверки дымохода. Как пояснили в управляющей компании, в этом доме она проводилась неделю назад. В данной квартире установлены окна ПВХ. Мы просим и везде собственникам, жителям ставить приточные клапана. Необходимо и микропроветривание, да, чтобы создавался, так скажем, такой воздухообмен. Эти моменты обязательно надо проверять. Это ответственность, так скажем, собственника. По версии следователей, смерть семейной пары наступила еще в субботу, 4 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Газовую колонку из квартиры следователи забрали на экспертизу. В настоящий момент решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Это уже 41-й случай отравления угарным газом в республике. В этом году пострадали 75 человек, 16 погибли, в том числе ребенок. Чтобы изменить печальную статистику, нужен федеральный закон, обязывающий застройщиков применять специальные сигнализаторы, говорят эксперты. На сегодняшний день все, что мы пытаемся включить в тех условия застройщику, носит только рекомендательный характер. То есть, если это будет носить обязательный характер, конечно же, многие жизни человеческие уже будут спасены. Поскольку это оборудование, оно позволяет именно при возникновении утечки метана из трубопровода, при недопустимой концентрации угарного газа, во-первых, подавать необходимый сигнал, а во-вторых, отключать подачу газа автоматически. Сейчас дом отключен от голубого топлива. Здесь проведут еще одну проверку. Рамиль Галиулин, Рамиль Шайдуллин, Рня Абдрахманова, Ильшат Мухаметов, Данил Филатов и Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня утром из-за аварии на теплотрассе сразу в 3 домах Казани отключили отопление. Двухэтажки находятся на улице Отрадной. Чтобы батареи не замерзли, температуру поддерживали с помощью насосов узла погодного регулирования. По сообщению Казэнерго, отопление в дома подали в 2:30. Авария случилась из-за прорыва трубопровода. По словам жителей, такие проблемы у них не впервые. Аварии случаются регулярно. В прошлом году только так было. Каждый год. Каждый год так. Нас не сносят и ремонт нормально не делают. Ну что это издевается над нами? Непогода в Москве частично затронет и Татарстан. Предстоящей ночью и завтра днем в республике ожидаются мокрый снег, ледяной дождь, метель с ухудшением видимости до километра. На дорогах заносы, снежная каша и гололедица.
На фоне резких скачков температуры жителей республики беспокоит вопрос, какой будет зима. По словам синоптиков, декабрь продолжит ноябрьскую тенденцию, а значит будет теплее нормы. Январь впишется в наше традиционное представление о зиме. Февраль повторит сценарий декабря. Переживают аграрии, на полях практически не осталось снега. Об опасениях и прогнозах Иван Сарафанов. На полях Татарстана сейчас чернеет земля, снега практически нет. Главный вопрос аграриев – замерзнут или выживут. После засушливого лета площади озимых в этом году и так сократили на 50 тысяч гектаров. Что оставит начало зимы? В этом году зима преподнесла нам сюрприз. Из-за внезапного потепления и дождя снег на полях растаял. А для переноса холодов озимым необходимо не менее 5 сантиметров снежного покрова. Иначе они могут погибнуть. Специалисты говорят, рожь может выдержать 20 градусов мороза, пшеница 15. Будет ниже – замерзнут. Нам очень важно, как дальше будет складываться ситуация. Если снег выпадет и накроет озимые культуры, то никакой проблемы не будет. Если, как обещают, в ближайшие 2-3 дня выйдет ледяной дождь, то озимые останутся под ледяной коркой. Они перестанут дышать, и поэтому, конечно, это негативно сказывается на урожае зерна. Впрочем, горожан такая погода вполне устраивает. Жалуются на перепады лишь метеозависимые. Завтра -2. Давление прыгает. Атмосферное. Зимы ждала природа. Снег выпал только в январе. Так что будем надеяться. Все прекрасно. Это главное дело не в погоде, а в состоянии человека. По прогнозам синоптиков, завтра потеплеет. Циклон в республику принесет снегопад. Последний месяц года будет таким же контрастным, как 2021. Февраль был экстремально холодным, поэтому зима попала в десятку самых холодных за всю историю метеонаблюдений. Затем начался марафон теплых месяцев. Лето было засушливым. Ноябрьские дожди ситуацию уже не исправили. По многолетним данным климатическим, формирование устойчивого снежного покрова происходит 17 ноября, в то время как к сегодняшнему дню высота снежного покрова должна составлять около 12 сантиметров. У нас она сейчас всего лишь 3 сантиметра, и мы обязаны, в общем-то, такой потерей снега, такому обширному западному циклону, который принес положительную температуру и осадки в виде дождя. Декабрь будет теплее нормы на 8 градусов. Ожидается и много снега. Значит, трескучих морозов ждать не стоит. В последние годы, конечно, наблюдается общая тенденция повышения температуры. Это однозначно. Но это совсем не означает, что год на год должен походить. И поэтому, естественно, колебания такого рода были, и они всегда будут. Потому что в атмосфере всегда, особенно в начале зимы, возникает неустойчивая обстановка. Ученые уточняют, темпы роста температуры на Земле не одинаковы. В России рост идет быстрее, чем в среднем по планете, а в Татарстане даже выше, чем в среднем по стране. Иван Сарафанов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. На Мамадышском тракте в Казани началась рекультивация второго мусорного полигона Самосырова. Проект можно назвать уникальным. Груды мусора заменит парковая зона. Здесь появится электростанция, а сточные воды будут использовать для полива деревьев. Из федерального и республиканского бюджетов выделено больше 800 миллионов рублей. Правда ли, что здесь можно будет покататься на велосипеде и устроить пикник с семьей? Юлия Гоголева разобралась в вопросе и готова обо всем рассказать. Выровнять, закрыть пленкой, накрыть грунтом, посадить деревья. Столь амбициозные планы – только часть большого проекта. В перспективе он должен избавить казанцев от двух проблем – неприятного запаха и дыма. Каждое лето метан, образующийся в толще мусора, периодически воспламеняется. Сейчас за моей спиной огромные горы мусора, но уже через 2 года они превратятся в 2 зеленых холма, каждой высотой 7 метров. А между ними появится уникальная электростанция, которая будет перерабатывать предварительно очищенный, выделяемый отходами газ. Запасы газа здесь, в отличие от Самосыровской свалки, кстати, здесь значительно больше и позволяют реализовать проект энергетический. Поэтому здесь сразу была запроектирована принудительная дегазация. В отличие от Самосырова, вы помните, там трубы и просто выхлоп идет в атмосферу. Очень сложная технология на самом деле. То есть это скважины на 18 метров будет. И обвязываются поверху. То есть все, что в тело начинает там бродить, гнить, да? Вот этот газ мы собираем принудительно в установке, очищаем и дальше уже
путем сжигания. Еще здесь появится дренажная система. Вся так называемая выдавленная из свалки жидкость по специальным каналам поступит на очистные сооружения соседней Самосыровской свалки, которую уже рекультивировали. Вода будет очищаться до степени очистки рыбохозяйственной пригодности, то есть то же, что и после биологических очистных сооружений и канализации водоканала, такого же уровня чистоты будет вода. И эта вода может использоваться на полив тех же самых насаждений. Проект уникальный не только для республики, для всей страны. На вооружение казанские специалисты взяли опыт Нидерландов. Подобное недавно начали воплощать в жизнь в Подмосковье. Мы двигаемся в направлении улучшения экологии. Не только касается наших мусорных полигонов. Вы знаете, большая программа по водоканалу, в том числе по очистке иловых полей. Казань большая, и миллионное население производят миллионы тонн мусора. Тем не менее, вот как в детстве мы бегали, мама зеленкой разбитые коленки мазала, но только территория и тело чуть побольше. Вот одна из таких болячек, это вслед за Самосырово, это КЭК. Общая стоимость проекта 872 миллиона рублей. Это деньги из федерального и республиканского бюджетов. Новая парковая зона и электростанция должны появиться к концу 2023 года. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В следующем году в Татарстане бесплатно доведут газ к 3000 домов. Об этом сегодня рассказал глава «Газпром-Трансгаз Казань» Рустем Усманов. Он подвел первые итоги программы бесплатной газификации, которую в июне запустил Владимир Путин. В Татарстане на нее могут рассчитывать более 18 тысяч домовладений в 900 населенных пунктах. Где газ нужен больше всего, узнал Рамиль Шайдуллин. Потребитель за эту работу не вносит свои деньги. В этом году газ провели в 1000 домов по всей республике и сразу по двум программам. Республиканской по газификации и федеральной по догазификации, инициированной Владимиром Путиным. До принятия решения на федеральном уровне руководством республики уже было принято такое решение о бесплатной догазификации. Она не называлась таким термином, но при этом подводка газопроводов к границам участка граждан бесплатно в объеме этой программы дегазификации, она шла горными темпами. Недавний пример – Рыбная Слобода, где за день голубое топливо подали сразу в 197 домов. Жители радовались, кто-то даже плакал от счастья. Когда мне муж позвонил, Яна была на работе, он говорит: у меня хорошие новости, нам дают газ. Я там очень обрадовалась, аж даже расплакалась. Или вот еще одно счастливое село – Суровка, где на год раньше срока к газу подключили 470 домов. Стало и теплее, и экономнее. В зимний период где-то от 12 тысяч до 15 приходилось платить. Желающим также подключить газ достаточно быть собственниками дома и использовать голубое топливо только в бытовых целях. К слову, газовики по этой программе обязуются подводить газ бесплатно, ровно до границ участков. Так, если в прошлом и в этом году голубое топливо дошло до 4000 домовладений, то в следующем году дойдет еще почти до 3000. Для этого построят больше 160 километров газопровода. Большая часть приходится на Тукаевский район. Здесь много новых поселков и неподключенных к газу домов. Такая же ситуация в пригороде Казани, который активно застраивается. Из 4 миллиардов рублей, предусмотренных на газификацию по обеим программам, на следующий год 2,3 миллиардов выделят федеральный бюджет. Это средства на подведение газа к участкам. Еще 1,7 миллиардов рублей татарстанских денег направят на строительство газопроводов. Надо понимать, что для того, чтобы что-то догазифицировать, то есть довести эту последнюю милю до границы земельного участка землепользователя, домовладельца, необходимо, чтобы было от чего. То есть строительство межпоселковых, внутрипоселковых газопроводов надо продолжать непрерывно. Уже к концу следующего года уровень газификации в республике должен дойти до отметки в 99,8%. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. 204 новых случая коронавируса выявлено в республике за последние сутки. 68 человек попали в госпитали. Более половины заболевших в Казани, много инфицированных и в Набережных Челнах. За сутки скончались 5 человек. В России зарегистрировано больше 31 тысячи случаев ковид. В Татарстане накануне привились 26 тысяч жителей. Это первый рекорд декабря.
Сегодня Верховный суд Татарстана отклонил иск активистов по отмене QR-кодов. Рассмотрение этого дела стартовало в середине ноября. Истцы не согласны с введением QR-кодов в общественных местах. Без провокаций сегодня не обошлось. Некоторые участники на процесс пришли в полосатых робах. Судья попросил их либо снять костюмы, либо покинуть зал суда. Активисты требованию представителя Фемиды подчинились. Дело рассматривали более 2 часов. Журналистов в зал не пустили. Судья в удовлетворении иска отказал. Руководствуясь статьями 175, 178, 180 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд решил удовлетворение административных исковых заявлений отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия его судом в окончательной форме через Верховный суд Республики Татарстан, 4-й апелляционный суд общей юрисдикции. Надзорные органы Татарстана завалены жалобами на автосалоны. Заманчивые предложения, низкие цены, новые жертвы и ловкие приемы. Как не попасться на удочку нечестных продавцов, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня нашу телекомпанию посетил первый президент Татарстана, государственный советник Минтимер Шаймиев. Пришел в хорошем настроении, много общался, как всегда шутил. ТНВ создавался по его инициативе почти 20 лет назад. Минтимер Шаймиев был уверен, телеканал нужен республике, и его миссия – сохранение и развитие татарского языка и культуры. Сегодня ему показали самые яркие кадры из архива ТНВ, фотографии из программ, участником которых он был. В очередной раз он стал интересным собеседником, и сегодня Минтимер Шаймиев дал часовое интервью в программе «Комсагате». Премьера после Нового года. Следите за анонсами на ТНВ. Сегодня Сибур и Таиф объявили о кадровых перестановках. По соглашениям двух компаний на базе Сибур-холдинга формируется крупнейшая нефтегазохимическая компания России. Так, Руслан Шикбуддинов, сохранив за собой пост генерального директора акционерного общества «Таиф», избран в состав правления Сибур-холдинга. Руслан Гизатуллин, занимавший должность заместителя генерального директора «Таифа», избран членом правления, управляющим директором ООО «Сибур». На новой должности он будет курировать вопросы повышения надежности и энергоэффективности, а также цифровизацию производственных процессов всей объединенной компании. Сергей Гринько назначен заместителем генерального директора «Таифа» по экономике и финансам. Альберт Шикбуддинов возглавил акционерное общество УК «Таиф». Председателем совета директоров компании избран Рустем Сультеев. Также в УК перешла часть топ-менеджмента «Таифа». Алексей Песошин сегодня провел заседание наблюдательного совета инвестиционно-венчурного фонда Татарстана. Здесь обсудили бюджет конкурсов и утвердили софинансирование проектов победителей программы «Умник». Также рассмотрели финансирование Российского венчурного форума и Российского технологического тура, которые состоятся в 2022. Знают ли дети, что такое коррупция? В Казани сегодня наградили победителей республиканских творческих конкурсов антикоррупционной направленности. Со всей республики в Кремль пригласили 77 школьников. Итоги подвели в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией. Он отмечается 9 декабря. Лучшие видеоролики, анимации, рисунки и сочинения. Ребята отправили на конкурс больше 500 работ. Большинство на самые актуальные темы. Вот рисунок о поддельных сертификатах о вакцинации. Эта тема сейчас очень актуальна, потому что люди покупают документы от вакцинации, и они не только подвергают опасности себя, но и, самое главное, подвергают опасности своих родных и близких. Здесь нарисована коррупция. А что такое коррупция? Это когда человек берет взятки и дает взятки, но так делать нельзя. Его могут посадить в тюрьму. Победителей ценными призами наградили заместители руководителя аппарата президента республики Игорь Савельев, глава Минобра Ильсур Хадиуллин и министр юстиции Рустем Загидуллин. Авторов лучших работ пригласят на республиканскую елку. 115 лет со дня рождения первой татарской женщины-композитора, певицы и актрисы Сары Садыковой сегодня отметили ученики школы Бала-Сити. Для ребят провели литературно-музыкальный урок татарского языка. На него пригласили и дочь Сары Садыковой Альфию Айдарскую. Сара Садыкова внесла большой вклад в становление татарской оперы, создала немало женских музыкальных образов. Она является продолжателем музыкальных традиций Салиха Сайдашева и основоположником стиля танго, фокстротов, песен и истории татарской музыки. За свою творческую жизнь композитор написал около 400 песен, музыку к 30 спектаклям и множество инструментальных произведений. Сара Садыкова, говорят, что только для взрослых, писал для взрослых, ничего подобного. Все песни сами по себе хороши, но если они в чем-то и нуждаются, то только
во вдумчивом и талантливом исполнении. Она писала много песен для детей и взрослых. Мне очень понравился концерт. Я много чего узнала о Саре Садыковой. Всем мы должны, безусловно, гордиться, что у нас есть такие великие татарские женщины, должны ставить их в пример. И, конечно, прекрасно, когда современное поколение наших детей знают, чтят и поют песни Сары Садыковой. Если у вас есть интересные истории, присылайте их на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. А на этом пока все. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Настоящая новогодняя сказка среди пушистого снега и елей в сочетании с высоким классом обслуживания в шикарных банкетных залах. Санатории компании «Татнефть» приглашают вас отпраздновать Новый год и провести корпоративные праздники. Самый любимый праздник и хорошая компания. Бронирование по телефону в Альметьевске 386398. Nissan в РРТ купил, скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212 30 10. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. Диабетики, внимание! Для вас глюкометры, тест-полоски, шприц-ручки и иглы. Бесплатный обмен неисправных глюкометров. Магазин диабетика. Улица Седова, 9, 259 19 91. Здравствуйте! Под влиянием теплого фронта западного циклона в предстоящие сутки ожидается ухудшение погоды. По данным сервиса Яндекс.Погоды, 8 декабря в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет пасмурно, ночью холодно, минус 15, а днем температура повысится до 4 мороза. Ожидается снег с дождем, ветер будет порывистым. Неустойчивая ветреная погода ожидается в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Снег разной интенсивности, местами снег с дождем. Температура повысится до 1 градуса ниже нуля. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши погода также будет капризничать. Если ночью минус 19, то днем уже всего минус 1. Резкая смена морозов оттепелью могут негативно сказаться на вашем самочувствии. Берегите себя. В Арске, в Кукмаре-Балтаси температура снова выше климатической нормы. Днем всего 0 градусов. Ожидаются осадки разной интенсивности. Облачная погода в Болгаре, Дрожжаном, Буинске. Ветер порывистый, влажность высокая, температура повышена. Новая волна потепления и в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. Температура снова поползла вверх. Синоптики обещают снег, мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Будьте предельно внимательны. А вот в четверг осадки не ожидаются. Температура существенно не изменится. Гиделикс, капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая Родины. В медицинский центр «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. О погоде в столице. В среду в Казани будет облачно. Синоптики обещают снег, мокрый снег, местами с дождем и метели. Ночью около 8 градусов ниже нуля, а вот днем всего 0. Ветер южный, порывистый. Магнитное поле Земли спокойно.
спокойное. И еще одна полезная информация. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. В аптеках Farmland с 20 по 30 декабря 2021 года скидка 20%. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.